В Ухте обрадовались предложению главы Коми о создании и поддержке в муниципалитетах собственных организаций по отлову бездомных животных. Для города это большая проблема. Бездомные псы буквально захватили улицы. Виктория Науменко продолжит. Около 800 обращений в мэрию от горожан с начала года. Десятки ухтинцев разных возрастов, пострадавших от нападений бездомных собак. Ежемесячные штрафы городской администрации по фактам нападений. И, наконец, печально известный на всю страну случай гибели женщины от нападения псов в микрорайоне УРМЗ. Каждый день, практически каждый день сейчас идут жалобы, что кусают собаки детей. И все собаки чипированы. То есть у нас уже практически мало осталось собак, которые не были отловлены. Мы начинаем их по второму кругу гонять, а согласно законодательству мы этого делать не имеем права. В таком напряженном режиме Ухта живет больше года. В соцсети и новостные ленты то и дело попадают вопиющие случаи. По факту нападений собак на людей гораздо больше, говорят ухтинцы. Отбиваться от стаи порой приходится палками. Идешь палкой, идешь мусор выкидывать, палка берем. Воду таскать, берем палку, невозможно. У нас еще рядом садик, дети, я не знаю, как в садике дети гуляют. Вокруг садика собак куча. За 2 недели 2 раза укусили ребенка. Первый раз она со школы шла, укусила. Второй раз в школу пошла, укусила. Все курсы в школе. Скорой, везде. В Ухте уже знали, инспекторы были, в травмпункте были, ездим на уколы. Сейчас в Ухте отловом и содержанием безнадзорных собак по очередному уже 5-му контракту с 29 апреля по 30 ноября занимается только одна организация – «Добрый город». Только их условия содержания отловленных животных соответствуют требованиям законодательства. Но приют переполнен. На сегодняшний день там содержится более 250 собак. Животные занимают 7 комнат и 26 вольеров в здании, еще 58 на улице и специальный вагончик. Собаки по контракту у нас должны содержаться 18 дней, а на самом деле многие собаки, у нас щенки те же самые, они не выпускные, то есть они вырастают до определенного возраста, потом стерилизуют. И так как они были с улицы изъяты уже несколько месяцев, мы их не можем вернуть обратно, они у нас остаются до пристройства, иногда и очень надолго. При этом в ухтинской мэрии работа единственного подрядчика недовольны. Случаи нападения говорят сами за себя. Есть претензии конкретно к процедуре отлова. «Добрый город» по сути благотворительная организация любителей животных, а не профильная организация по их отлову, поясняют в мэрии. Эти люди очень любят по своему характеру, по своему. И собаки для них, они все добрые. То есть они на самом деле, они их чуют, они к ним подходят без боязни и на них не лают, не кусают. Но жалобы-то не прекращаются. Тот же самый «Добрый город» выезжает, потом говорит, что или собак нет, они уже убежали, или они есть, но они чипированные, и они все не агрессивные. Потому как ведь процедуру на проверку агрессивности, если она чипирована, они уже прошли. Отлов животных именно специализированным предприятием в Ухте крайне необходим, говорят местные власти. Тем более, если на создание такой организации республика выделит финансирование. Вот только муниципальное предприятие, которое теоретически может отлавливать собак, в Ухте уже есть – Ухта-спецавтодор. Проблема только в том, что условия последующего содержания там псов нынешнему законодательству не соответствуют. Здесь-то как раз и могли бы пригодиться республиканские средства на обустройство приютов для животных. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.